Здравствуйте, друзья! 9 часов утра, 4 августа 2022 года. На канале «Аспекты Башкортостан» стартует программа «Аспекты Республики». Веду ее я, Руслан Валеев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И наши трансляции уже работают в Ютубе, ВКонтакте и в Одноклассниках. Призываю вас активно участвовать в нашем разговоре, и особенно если вы нас смотрите именно в режиме прямого эфира. Но даже если вы смотрите нас после, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы стараемся все комментарии читать и по возможности на них реагировать, и более того, даже отвечать на некоторые вопросы, если они все-таки по существу. Даже в следующих наших эфирах я иногда возвращаюсь к вашим старым комментариям. У нас сегодня большой обзор прессы, небольшой видеофрагмент и все, пока, по крайней мере, такой план. Поэтому тем более, чем больше будет от вас реплик, тем лучше. Как раз-таки устроим некий такой же диалог в формате вопросов и ответов. Можно даже в некотором смысле комбинировать, да, традиционный эфир, где мы планируем собственную повестку с форматом вопросов и ответов, так называемое «Слух и эхо», которое есть на канале, например, «Живой гвоздь». И даже у нас во времена еще радиостанции мы начинали было данную затею, но по независящим от нас причинам, так сказать, пришлось временно приостановить данное направление. Значит, как вы видите, задний фон у меня еще более нейтральным стал буквально со вчерашнего дня. Это значит, что идет процесс, и процесс идет в правильном направлении. Очень скоро вы увидите совершенно иную картинку в нашей студии. Соответственно, это не должно смущать, это, наоборот, должно радовать. Вот, что еще надо сказать? Сервис Boosty позволяет делать добровольные пожертвования в наш адрес. Ссылка найдется в описаниях ко всем нашим трансляциям в YouTube, Одноклассниках и во ВКонтакте. Даже в стриминговом сервисе Twitch нас можно смотреть. И если вдруг кто-то там бывает и, может быть, увлекается, например, с трансляцией, стримингом игр или смотрит за другими геймерами. Вот, такой у нас расклад к данному часу, поэтому давайте перейдем, собственно, к содержательной части. Ну, начнем по некой такой, может быть, еще не устоявшейся, но все-таки традиции с официальной хроники. Ради Хабиров встретился с бойцами башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова. 3 августа Ради Хабиров посетил место боевого слаживания башкирского мотострелкового батальона. Значит, руководитель региона пообщался с бойцами и пожелал им удачи в выполнении задач специальной военной операции. Напомним, пишет Башинформ, церемония отправки подразделения состоялась в начале июля на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Чешминском районе. Во время визита на полигон для боевого слаживания глава Башкортостана посетил тактические занятия, ознакомился с условиями проживания бойцов, а также напутствовал воинов-добровольцев. Далее цитата. «Вы здесь почти месяц и скоро завершите подготовку. Видим, что работа идет очень серьезная. Здесь профессиональные специалисты, командиры и условия, максимально приближенные к боевым», отметил Ради Хабиров. «Для нас очень важно было встретиться с вами, узнать, какие у вас есть потребности и пожелания». В общении бойцы батальона попросили главу региона оказать поддержку их семьям. «Это мой долг и личная ответственность», — ответил Ради Хабиров. «Мы обязательно подставим плечо вашим родным и близким, будем вместе ждать вашего возвращения». Кроме того, военнослужащие предложили после завершения специальной операции не расформировывать батальон имени Минигали Шаймуратова. «Это интересная инициатива, мы обязательно подумаем над вашим предложением», — сказал Ради Хабиров. Очень любопытно и неожиданно. А чем должен заниматься батальон и за какой счет, спрашивается, да, в период, когда он вроде как не нужен, поскольку не проводится никакая операция. Интересно, любопытно. А мы двигаемся дальше. Музыкант Юрий Шевчук попросил вернуть дело о дискредитации армии в Санкт-Петербург. Вон оно как. Завтра, 5 августа, в Советском райсуде на 11 утра запланировано заседание, я напомню, которое, как я рассуждал буквально на днях, должно было оказаться последним, ну, на мой субъективный взгляд. Но, оказывается, еще не все, как говорится, потеряно. В Советский райсуд Уфы поступило ходатайство о передаче административного дела Шевчука, обвиняемого в дискредитации вооруженных сил, обратно в Дзержинский райсуд
Петербурга. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу, собственно, самого советского суда. Ходатайство поступило от Юрия Шевчука, сообщили в суде. Решение по делу еще не принято. Отметили там, и есть вероятность, что как раз-таки само ходатайство и решение по нему будут во время заседания, которое запланировано на завтра. Я лишь напомню, что изначально дело начали было рассматривать в Советском райсуде, но тот решил это дело не рассматривать и отправил в Петербург по месту регистрации. Там обнаружили нарушение процессуального характера, скажем так, и вернули дело составителям, то есть полицейским Уфы. Те исправили эти нарушения и отправили, соответственно, по запросу в тот самый Дзержинский суд. Но тот вновь не стал рассматривать и заявил, что дело должно рассматриваться по существу по месту совершения правонарушения. И вернул в Уфу. И вот сейчас оно в Уфе, но здесь, опять же, есть ходатайство теперь уже от самого Шевчука с просьбой вернуть в Петербург. Вот такая вот любопытная, запутанная история. И склоняемся мы к тому, да, наблюдая за тем, что происходит, что мнение некоторых наблюдателей, которые говорили, что так или иначе дело заволокитится, вот это мнение, оно не полная неправда, так сказать. Тем временем уфимца оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Подобные решения у нас продолжают приниматься, так сказать, и об этом сообщает тот же «Коммерсант». Судья Орджоникидзевского райсуда Алия Легостаева оштрафовала уфимца Василия Кузьменко на эти самые 40 тысяч по той самой статье 20.3.3 Административного кодекса. Поводом, указано в решении суда, послужил комментарий подсудимого, который он оставил в марте под одной из фотографий погибшего на Украине российского военного. В какой именно социальной сети это было сделано, не говорится, но мы можем предположить, что это может быть телеграм-канал, а наиболее вероятно, конечно, это соцсеть ВКонтакте. Именно тамошние, скажем так, публикации чаще всего попадают в условный мониторинг социальных сетей. Ведь правоохранители чаще всего объясняют обнаружение тех или иных подозрительных вещей тем, что якобы они занимались мониторингом социальных сетей и обнаружили то или иное высказывание, ту или иную публикацию. Далее была проведена лингвистическая экспертиза, и она установила, что в словах содержатся, цитирую, «признаки дискредитации использования вооруженных сил Российской Федерации». Дело рассматривалось без участия подсудимого, обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, судья не выявила. То есть приняла решение, скажем так, на общих основаниях. Дальше. Аспекты сообщают о том, что в Уфе госпитализировали еще одну участницу голодовки жилищно-строительного кооператива «Дуслык-строй», который, значит, находится у нас, точнее, их объект, недостроенный с 2009 года, находится во дворе у перекрестка Кирова-Пархоменко. И буквально вчера вечером, кстати говоря, иллюстрируя то, что там происходит, голодающие прислали нам небольшой видеоролик с, скажем так, рассказом о том, что происходит. Давайте его послушаем, буквально минуту с небольшим, и дальше продолжим. Сегодня 3 августа 2022 года. Идет, уже даже завершается, идет к завершению 14 дней, день нашей акции. В течение дня, как обычно, нас посетили врачи, утром и вечером приходил представитель администрации Кировского района. События сегодняшнего дня. С утра, когда пришли врачи, одна из участниц нашей акции, Нугуманова Татьяна Николаевна, почувствовала ухудшение. Она присоединилась к нам 2 дня тому назад. На 3-й день она почувствовала ухудшение своего здоровья, поскольку у нее, как мы уже в предыдущих репортажах говорили, у нее хронические болезни. Была вызвана скорая помощь, она была направлена в 22-ю больницу, там провели предварительное обследование. По результатам обследования было выявлено, что ей необходимо операционное вмешательство. Госпитализировать ее не стали, оказали первичную помощь, купировали боль.
Сейчас она находится дома на амбулаторном лечении. Больше мы ее как бы не ожидаем. Она э, человек не молодой и по состоянию здоровья, конечно, больше не может продолжить участие в этой акции. Что касается этой Флюры Суфияновой, то она до сих пор находится в больнице. Находится она в 5-й больнице, там тоже проводится обследование, оказывается медицинская помощь, у нее проблемы с сердцем выявились. Ну, то есть ряд заболеваний ей, она тоже в возрасте за 60 плюс. Вот она продолжает лечение в стационаре. На данный момент никаких подвижек от органов власти республики не происходит. Мы по-прежнему ждем какой-то реакции, которая бы могла бы ускорить решение вопроса, хотя бы сподвигла нас на завершение нашей акции, но движения никакого нет. Поэтому наша акция продолжается. Вот на этом все. Все в центр нажимаю, да? Да. Вот так ситуация выглядит изнутри, со стороны тех, кто голодает. Ну, надо сказать, какой-то глобальной реакции пока не последовало, кроме той, что озвучил Ради Хабиров на заседании СПЧ, где он отметил как бы намерение все-таки завершить решение проблем обманутых дольщиков уже в следующем году, к концу следующего года, но добавил, что как бы давить и выкручивать его не нужно. Как бы мы и сами якобы знаем, что к чему, помним обо всех проблемах и со временем их решим, дал понять глава республики на том самом заседании. Но это вот пока данных конкретных дольщиков не успокаивает, и они продолжают голодовку. Буквально сейчас вот открыл я во время видеоролика в Telegram, вижу, что в аккаунте Радия Хабирова есть пост, довольно-таки любопытный, тоже из разряда того, что у нас есть понимание проблем, и мы их даже решим в обозримом будущем. В данном случае о ремонте дорог речь. Тут цифры довольно-таки интересные. По этому году тут написано, что выполнили 40% от запланированного объема. Так, ну ладно, будем считать, что до конца октября все остальные объемы 60% тоже будут довыполнены. И всего, оказывается, в этом году региональных и межмуниципальных дорог ремонтировать планировалось 349 километров. Задача масштабная. К концу 2027 года довести до нормативного состояния 85% дорог в республике. Всех дорог. Для этого нам нужно отремонтировать еще 985 километров дорог, кроме тех 450, которые мы заложили в территориальный заказ на 2022-2024 годы. Отдельная дорога – дороги муниципального и местного значения. Их состояние часто хуже состояния дорог республиканского и федерального значения, безусловно. На сельские и городские дороги, а особенно на дороги между селами и деревнями, больше всего жалуются жители. Ну да, там чаще всего дорог и нет. Либо они есть, но они изначально были грунтовыми, и много-много лет за ними никто не ухаживал. Довольно часто, это я уже от себя добавил, довольно часто на местах не хватает средств на ремонтные работы, и мы приняли решение дополнительно выделить муниципалитетам по 5 миллионов рублей на поддержание местных дорог. 5 миллионов на муниципалитет. Ну, деньги вроде как, не сказать, что совсем ничего, но с другой стороны, если говорить про содержание многих сотен километров межмуниципальных дорог в каждом районе, так себе, конечно, сумма. Ну да ладно, как говорится, хотя бы есть намерение и понимание. Продолжу читать новости. Из аспектов есть следующая информация о том, что Новая Зеландия ввела санкции против 2 компаний из Башкирии. Улавливаете, да? Вот, то есть компании из Башкирии и Новая Зеландия. Кто где находится с точки зрения географии. Правительство данной страны, зеленой и далекой, добавило в санкционный список 61 российское предприятие, в том числе Салаватский химический завод, который является структурой Роскосмоса. Я напомню, на этом заводе особо токсичные вещества производятся, которые служат топливом для ракет наших. Гептил, по-моему, называется, да? Это самое вещество, которое обычно выделяется в атмосферу и, значит, разливается по земле, когда ракета-носитель
по той или иной причине не выходит на заданную орбиту. Вот. И УМПО, которая входит в Ростех, также попала в в этот самый санкционный список. Помимо запрета на въезд отдельных лиц, российским предприятиям грозят заморозкой финансовых активов и операций. Наверное, есть сомнения, конечно, что у данных конкретных компаний были какие-то финансовые активы, операции, связанные с Новой Зеландией. Но тут принцип, как говорят, важен, да? Это все-таки оборонные предприятия. Далее, прокуратура не согласовала больше половины проверок бизнеса в Башкирии, сообщает нам с вами РБК. А оказывается, в первом полугодии в прокуратуру Башкирии поступило 692 заявления на проведение проверок от контрольно-надзорных органов. Из них 372 заявки или 53% были отклонены, сообщает. И в некотором смысле гордится, видимо, прокуратура. Все заявления органов контроля надзора рассматриваются исключительно аппаратом прокуратуры республики. В текущем году отменено 2647 плановых контрольных надзорных мероприятий и проверок. Обеспечено завершение и отмена иных проверок, не подлежащих проведению, говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что отмена проверок связана с мораторием на надзорные мероприятия. Запрет был введен правительством России в марте 2022 года и будет действовать до конца года. Всего за 6 месяцев прокуратура пресекла 450 нарушений прав предпринимателей в ходе проверок. В частности, Министерство лесного хозяйства республики незаконно провело плановые проверки в отношении 4 организаций, сообщает надзорное ведомство. В этой связи прокуратура внесла представление в адрес министра. Ну, как говорится, лесное хозяйство, оно у нас такое, где-то в своем мире, да, и само министерство не в курсе о том, что мораторий есть, и участники данного рынка тоже не в курсе и не могут, видимо, сами себя защитить, сказав, что у нас проверки незаконные в этом году. Вот, но прокуратура есть, зато, видите, обнаруживает и в результате защищает интересы участников бизнеса. Значит, по итогам рассмотрения данного представления результаты проверки отменили. Виновное лицо привлекли к административной ответственности. Нескольких сотрудников Минлесхоза наказали дисциплинарно. Похожий случай был в Куйругазинском районе. Местные чиновники провели 5 выездных проверок, которые не были включены в ежегодный план. В Госкомитете Республики по жилищному и строительному надзору выявили нарушение сроков проверки. Инспектор пришел в многоквартирный дом с осмотром еще до начала даты проверки. Ишь ты какой ретивый. Кроме того, по инициативе прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлекли 26 сотрудников федеральных и региональных ведомств, которые не вносили информацию о проверках в электронную систему. Ага, а были ли это проверки, да? А может быть, они просто ходили с собственным интересом, говоря, что это проверка. Смысл это делать, если не вносить в специальный реестр? Кто за это зарплату, как говорится, начислит? Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин в разговоре с РБК отметил, что прокуратура проводит большую работу по предотвращению нежелательного давления на бизнес. Прокуратура здесь, безусловно, наш союзник, отметил он, и даже больше, наш старший и более эффективный коллега, потому что полномочий у прокуратуры, естественно, по закону больше. В большинстве случаев мы подаем снаряды, а они стреляют. О, в тренде, рассуждает Флюр Бензагитович. Их меры воздействия намного быстрее и эффективнее. В прошлом году прокуратура не приняла примерно половину всех заявок на проверки. Из 6 тысяч около 3 тысяч были отклонены. Это незаметная для предпринимателей работа, которая, тем не менее, направлена на защиту их прав. Как сообщал РБК Уфа, по состоянию на середину июня в Башкирии в связи с мораторием были отменены 3000 контрольных и надзорных мероприятий. Вот такая вот история в некотором смысле выглядит позитивно. Надеюсь, что и предприниматели рады. И действительно работать им в таких условиях попроще. Руслан Гельманов пишет нам «Хайрлы ирта» традиционно в чате. И вам того же желаю. Более того, хорошего дня могу заранее пожелать. Двигаемся далее. Пруфы разбирают историю с обысками и задержаниями высокопоставленных полицейских из Башкирии, которые имеют корни в Чите, Забайкальском крае. Скандал с коррупцией, бегство бизнесмена, ордена, что известно о высокопоставленных полицейских из Читы в Башкирии.
И вот цитирую я буквально публикацию. В коттеджный поселок Нагаево, где проживал заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по Башкирии Андрей Москвитин, 29 июля пришли сотрудники Читинского и Московского ФСБ. Прямо в домашнем трико высокопоставленного полицейского сопроводили в рабочий кабинет, где провели обыск. После этого полковника полиции этапировали на автобусе в Читу. Буквально, да, ни больше, ни меньше. В автобусе в Читу, представляете себе расстояние, где была избрана мера пресечения – арест на 2 месяца. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Это часть 6 статьи 290 УК. Москвитин в Башкирию приехал в декабре 2019 года из Читы. Там он занимал должность замначальника управления уголовного розыска Управления МВД России по Забайкальскому краю. Ранее, в мае 2017 года, в Башкирию перевелся его бывший начальник Роман Деев, министр внутренних дел, я напомню, у нас. Деев тогда являлся главой Забайкальского УМВД, а по прибытии в Башкирию возглавил наше министерство. Кроме Москвитина, в Башкирию вместе с Деевым прибыл и бывший начальник управления МВД по Чите Геннадий Мосякин. У нас он занял должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции, ни больше, ни меньше, МВД. Читинские СМИ рассказывают о том, что оба начальника – люди Деева. Самого Москвитина в местных СМИ хвалят, называют ликвидатором крупнейших ОПГ в регионе. Якобы благодаря его операции за решетку было отправлено более 200 человек, связанных с организованной преступностью. В 2017 году Москвитин даже был удостоен знака отличия за вклад в развитие Забайкальского края. Пресс-служба Следкома по Забайкальскому краю сообщила, что Москвитин, предположительно, будучи начальником отдела по борьбе с организованной преступностью МВД России по Забайкалью, получил взятку в виде квартиры от неизвестного читинского предпринимателя. За это он якобы обещал покрывать незаконную деятельность. Посредником в сделке называли экс-заместителя читинского УМВД Михаила Поливина. Он тоже был задержан одновременно с Москвитиным. Ему было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Андрей Москвитин и Геннадий Мосякин появляются на страницах газет не впервые. В СМИ уже писали о якобы конфликте и даже драке между высокопоставленными полицейскими прямо в кабинете заместителя министра МВД. Однако сами полицейские позже информацию не подтвердили. В другой скандал попал Геннадий Мосякин. В мае 2021 года бизнесмен Руслан Гелязов обвинил Мосякина в вымогательстве подарков за покровительство. Кстати, мы об этом говорили в свое время. Он рассказал, что якобы познакомился с Мосякиным на охоте, а через некоторое время бизнесмен якобы оплачивал культурные, в кавычках, расходы Мосякина. Оплачивал рестораны, поездки в Сочи и яхту. Сам полковник эту информацию отрицал, а против Гелязова началась полицейская проверка, после чего предприниматель подался в бега. Для того, чтобы скрыться, он сбрил бороду и покрасил волосы в светлые тона, даже так. Проживал предприниматель на окраине Ялты, а на улицу выходил только в маске и темных очках. Но это ему не помогло. Гелязова задержали 4 августа 2021 года в Крыму и обвинили в намеренном банкротстве и мошенничестве. Это вот, кстати, классическая схема, да, преследования предпринимателя, когда обычную предпринимательскую деятельность легко можно переквалифицировать в мошенничество, та самая 159-я статья знаменитая, позволяющая принять меры принуждения, скажем так, к предпринимателям. По версии следствия, предприниматель оформил кредит на свою нефтяную компанию, но не собирался возвращать деньги. Для этого он продал все свое имущество и объявил о банкротстве. Гелязов отрицает обвинение и говорит о том, что ему мстит полиция. В общем, любопытная статья, и некоторый свет проливает на личности тех людей, которые оказались в этом смысле под уголовным преследованием. Дальше в пруфах еще любопытная статья о том, что в Уфе появился риск срыва строительства объектов нового микрорайона Забелье. Значит, о чем речь? Вообще об этом сообщил замначальник управления капитального строительства Уфы Руслан Кельдияров на оперативке. То есть вполне себе публичная история. По его словам, в случае незаключения доп. Соглашения о дополнительном финансировании строительства объектов водоснабжения и водоотведения существует риск возврата уже освоенных средств в федеральный бюджет в размере 4,3 почти миллиарда рублей. Крупная сумма. Речь, в частности, идет о техническом перевооружении КНС «Затон». Работы, не подвергшиеся изменениям, выполнены. Лимит 2022 года освоен. Выполнение оставшихся работ возможно только после поставки оборудования в первом квартале 2023 года.
Это его цитата. Из-за длительных сроков изготовления оборудования и проведения пусконаладочных работ на объекте КНС «Затон-Восточный» необходимо подписать дополнительное соглашение до 1 сентября, пояснил Кильдиаров. Также он добавил, что есть опасность образования незавершенного строительства вот на эти самые 4 миллиарда и аж 700 миллионов рублей. Вы, пожалуйста, разделяйте две вещи – удорожание и увеличение объемов, отметил Ратмир Мавлиев, глава администрации. Вы тут пугаете нас огромными цифрами. Я обращаю внимание, что это ваша работа, подписание соглашений и своевременный запуск процесса согласования, поэтому в рабочем порядке дорабатывайте, сказал он своему подчиненному. В общем, есть риск, судя по всему, недополучить деньги, но раз сам чиновник в этом признается и получает нагоняй от главы администрации, наверное, это всего лишь какая-то такая показательная история, в которой на самом деле нет никаких серьезных рисков. Дальше. Уфа-1. Экс-сотрудник рассказал, как утилизируют снаряды под Уфой, где случился смертельный взрыв. Работали с боеприпасами, как с дровами. Это цитата из его рассказа в заголовке издания. После смерти рабочего под Уфой во время утилизации военных снарядов с Уфа-1 связался бывший коллега погибшего. По его словам, в компании, в которой они работали, есть масса вопросов, в частности, по технике безопасности. Мужчина рассказал, что на любые жалобы сотрудников в офисе отвечали: «Вы нам и так дорого обходитесь». Собеседник оказался не готов выступить публично и попросил не указывать его имени. По его словам, во избежание проблем. Он рассказал, что, работая в компании «Форпост Балтики Плюс», занимался сбором боеприпасов на полигоне в Урмане. По словам собеседника, фирма набирает бывших военных и заключает с ними контракт на 4-6 месяцев. За этот период им полагается очистить определенный сектор от боеприпасов. Если скажут, допустим, что надо разобрать 200 снарядов, он будет их собирать весь свой 8-часовой рабочий день. У каждого есть своя норма, а техника безопасности какая-либо вообще не соблюдается. Их не интересует качество, им важно количество. Мы работали с этими боеприпасами как с дровами. При этом, отмечает он, договор со сборщиками не включили пункт о страховке, а средства защиты не выделяют, лишь спецодежду. Мне кажется, что для таких работ должно быть другое, бронежилет, например. Но сомневаюсь, что даже физически подготовленный человек сможет 8 часов там проработать в каске и бронежилете, считает наш собеседник. Пишет издание УФА-1. Как он пояснил, в сборе боеприпасов одна из главных опасностей – то, что они могут быть еще действующими, к тому же многие из них повреждены. По его словам, чаще всего взрыв происходит со снарядами, которые пусть не окончательно, но готовы к бою. Пострадавшим полагается компенсация, но, как заявляет экс-работник, ее лишь обещают. Когда я что-то у них просил, они мне говорили: «Вы нам дорого обошлись. Компании нужны люди, которые будут работать и молчать. Стоит с тобой чему-то случиться, то все», — говорит мужчина. Он добавил, что техобслуживание не проходит транспорт, а недочеты есть и в условиях работы водителей, поскольку те не проходят предрейсовые медосмотры. Компания «Форпост Балтики Плюс» зарегистрирована аж в 1998 году в Калининграде. Руководит ею, согласно данным «Контурфокуса», Анатолий Лобов. Как указано на сайте компании, предприятие — единственный исполнитель по утилизации дымовых боеприпасов в России в рамках выполнения гособоронзаказа. Потрясающе, опять же, в кавычках, конечно, да? То есть единственная компания не имеет конкурентов, по всей стране занимается одной и той же работой. Гособоронзаказ, бюджетные деньги — боеприпасы, то есть связанные с риском для жизни работы. И вот так, если это все выглядит, как рассказывает данный анонимный собеседник издания, то, опять-таки, это печальная иллюстрация всех наших реалий на примере отдельно взятой отрасли. Казалось бы, это не влияет напрямую на обороноспособность страны, например, да? Речь идет об утилизации совершенно просроченных, как минимум, или даже поврежденных боеприпасов. И про Урман мы помним, там в 2011 году в мае был очень мощный взрыв, серия взрывов, пожары. Тогда сюда чуть ли не все руководство Минобороны прилетело, и все это дело, соответственно, пытались как-то уладить. Сам наблюдал огромное количество самолетов Минобороны в нашем аэропорту, поскольку в те дни там как раз побывал. Но это ладно. Так вот, возвращаясь к этой теме, видите, да, вроде бы можно сказать, ну что, сгущаете краски, это на обороноспособность никак не влияет, это всего лишь уборка мусора в некотором роде. Но что-то почему-то подсказывает, что вот
Примерно так же у нас относятся к и другим вопросам, связанным с деятельностью данной структуры. И подобный бардак, к сожалению, он может напрямую все-таки влиять на ту же самую обороноспособность. Плюс, опять же, риск для жизни, в данном случае риск для жизни конкретных исполнителей, для местных жителей, в конце концов. Э, По-моему, ничто не мешает какому-то отдельно взятому взрыву привести к тому, что сдетонируют более крупные запасы тех же самых снарядов. И история, если не в том же виде, как в 2011 году, но в каком-то таком более похожем виде может легко повториться. Короче, есть на что обратить внимание той же самой прокуратуре и провести проверку данной организации. Раз уж она одна на всю страну, нет ли у нее каких-либо других, скажем так, составляющих в плане нарушения закона, там, типа родственные связи, какие-нибудь коррупционные цепочки, всякое может быть. Раз, э, фу-фу-фу. Раз и нету шины. Это цитата. Смотрим, как в Уфе рельсы возвышаются над землей на крупных перекрестках. Это публикация, опять же, Уфы-1. Коллеги проехали по городу, сфотографировали места пересечения трамвайных путей с дорожным полотном на разных участках нашего города. Причем они это сделали, как вы сами можете заметить, не где-нибудь в апреле, когда у нас только снег сошел, а уже в августе, в конце лета, можно сказать, когда давным-давно все эти вещи должны были быть отремонтированными и уже должны были, наверное, даже где-то износиться и потребовать следующего ремонта. Но нет, у нас еще с весны, как говорится, ремонт не состоялся. Все, кто ездит на автомобилях, прекрасно понимают, о чем я сейчас говорю. Тут Большая Гражданская, Аксакова-Коммунистическая, Аксакова-Свердлова, Большая Гражданская, бульвар Ибрагимова, значит, Зорги братьев Кадамцевых, дальше, Большая Гражданская, Кировоградская, Зорги, дальше Зорги тоже и так далее. Что тут на это дело сказали в мэрии? Журналисты молодцы, спросили такие, а что там думают? Там сказали, что асфальтобетонное покрытие вдоль трамвайных путей и на трамвайных переездах обновляется в рамках текущего ремонта и капитального ремонта улиц. Так, надо же, новость. А мы думали как-то иначе. Нет, конечно. В частности, в текущем году ремонт трамвайных путей выполнен на участках улицы Менделеева и бульвара Ибрагимова. В 2021 году Мингажева революционная точка. Понимая, что реализация инфраструктурных проектов в области развития городского наземного электротранспорта предполагает значительные финансовые затраты, администрацией города совместно с региональными органами исполнительной власти прорабатывается возможность реализации проекта по комплексной модернизации и развитию системы городского трамвая в городе Уфе с привлечением средств инвесторов, а также участие в отборе на включение федерального финансирования. О как! Это, видимо, намекают на то, что все-таки не сброшены со счетов идеи привлечь какого-то крупного партнера вроде Веба, там, ну, не Синары уже, конечно, но кого-то такого из Москвы. То есть сами мы не справимся, говорят они, и лишь потихонечку иногда по одной улице, по двум максимум улицам в год мы приводим в порядок трамвайное полотно. И, кстати говоря, приводится ведь не, собственно, полотно в порядок, а приводится более-менее как бы асфальт вокруг этого полотна в порядок. Но учитывая, что сами рельсы, их подложка, их шпалы давно уже выработали свой срок, такой ремонт поверхностный, скажем так, с покрытием асфальтом, он служит недолго. Взять хотя бы ту же революционную, которую действительно прошлым летом в этом смысле полностью перебирали, а вот уже сейчас, спустя год, мы вновь видим вот эти выбоины, и при пересечении кольца центрального рынка, не снижая скорость, водители уже проехать не могут. Обычно после того, как асфальт вокруг рельсов выравнивается, какое-то время можно ехать вообще не снижая скорость. Но обычно это работает лишь на протяжении одного сезона, и когда мы проходим через зиму, вновь требуется ремонт. Продолжаем. Продолжаем. И эту тему, конечно, мы можем обсудить в очередной раз с нашим коллегой, с ведущим проекта «Аспекты городской среды» Олегом Арефьевым. А пока Медиакурсеть сообщает, что в Башкирии власти установили стенд с героями труда рядом с общественным туалетом. Тут уже таким курьезным, что ли, новостям перейдем ближе к завершению, да? Житель города Туймазы пожаловалась на главе Башкирии, ни больше, ни меньше, на действия местной администрации. Свою жалобу, все-таки это мужчина. Мужчина опубликовал в социальных сетях Радия Хабирова.
Недоволен Рамзан Ф. остался тем, что на центральной площади города плакат с героями соцтруда разместили рядом с туалетом. В качестве доказательств местный житель прикрепляет фотографию, на которой действительно стенд установлен буквально в нескольких шагах от общественного туалета. Рамзан Ф. недоумевает, куда смотрела администрация. Как куда? Вот туда и смотрела. Когда плакат устанавливался на площади города, а главу Башкирии, в свою очередь, просит принять меры. Ну вот, главе Башкирии нужно, видимо, этими вещами заниматься, а другими, в общем-то, не обязательно. В администрации города, между тем, корреспонденту Медиакурсеть сообщили, что плакат с рекламного стенда уже демонтируется в связи с тем, что кому-то не понравилось. То есть именно поэтому, а не потому, что все-таки они поняли, что это не совсем уместно, да? Чиновники подчеркнули, что щит расположен справа от здания администрации города, а также рядом с фонтаном. В частности, взгляд с фонтанов падает на героев. Ага. Ну, а то, что там есть туалет, ничего страшного. Кстати, может быть, действительно ничего страшного. Ну, что поделать, да? Ну, как бы вот так вот. Как бы нет других мест, грубо говоря. Ну, да ладно. И еще Медиакурсеть у нас любит изучать, что же там происходит с уходящими из России компаниями. И она изучила ситуацию вокруг Икеи. Что продают в магазине Икея в Уфе? Значит, в магазине «Шведские продукты» Икея начали продавать предметы быта. Появились сковороды, кружки, бокалы, а также деревянные подносы, сообщают нам. К слову, как отметил корреспондент Медиакурсети, побывавший в магазине, многие прилавки заметно опустели. Так, хитом продаж, судя по всему, была фирменная горчица. К сожалению, как сообщила сотрудница магазина, скорее всего, данного товара больше не будет. Отметим, что срок годности некоторых товаров уже выходит уже в конце августа. В частности, речь идет о знаменитых овощных фрикадельках Икея, пишет Медиакурсеть. Согласно информации, на упаковке их нужно приготовить до 28 августа. Но еще есть около 3 недель. Между тем, покупателей в магазине не так много, а очередь на кассу состояла из 6 человек. Примечательно, что намного больше уфимцев стоят в зоне выдачи заказов из интернет-магазина основного продавца Икеи. Оттуда, откуда мебель и так далее, и так далее. В общем, процесс идет на фоне даже слухов, что якобы компания не уйдет. Но я думаю, что это всего лишь слухи, поскольку, наоборот, продолжается процесс ухода даже тех, кто изначально уходить не собирался и даже не приостанавливал деятельность. Например, сеть фастфуда KFC особо как бы не заикалась, но в итоге стало известно, что компания продается местному партнеру и будет вынуждена пережить ребрендинг, так сказать. И в каком-то виде, видимо, уже остаться в совершенно ином, не в привычном для всех нас. Ну и еще печально курьезная, наверное, история. Все-таки возьму ее, поскольку время есть. В Уфе 22-летний парень по пути домой из клуба случайно убил прохожего. Комсомолка нам об этом пишет. Всякое бывает в жизни, да, тут, как говорится, и смех, и грех, но нужно все-таки думать о своей безопасности, поэтому все-таки давайте обсудим. 22-летний уфимец после ночи в клубе убил случайного встречного. 26-летний прохожий в тот момент также находился в изрядном подпитии. По данным следкома, между мужчинами произошел конфликт рано утром 23 июля. В МВД Башкирии добавили, что в тот момент фигурант уголовного дела возвращался домой после клуба и ссорился по телефону со своей девушкой. 26-летний же потерпевший тоже шел домой после бурной ночи. Он подошел к уфимцу, чтобы сделать тому замечание. Когда перепалка дошла до драки, пострадавший, то есть в итоге погибший, начал душить своего оппонента, а тот, в свою очередь, ударил того несколько раз по голове и ушел. В результате тело обнаружил через некоторое время случайный прохожий. Он вызвал медиков, но скорая помощь констатировала смерть. По камерам полицейские установили подозреваемого и задержали его. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения. И произошло это, вот судя по тому, что вот в других местах я видел, буквально в самом центре города, под Сюрюпы, возле сквера Маяковского. То есть не где-нибудь в подворотне, каких-нибудь дальних окраинах, а вот прямо буквально в культурном центре нашей с вами столицы. Вот так вот, друзья, выглядит информационная картина к данному часу. Благодарю тех, кто смотрел, кто ставил лайки. Не забывайте, пожалуйста, это делать. Мы будем увеличивать, скажем так, наше присутствие в информационном поле благодаря вашей поддержке. Меня зовут Руслан Валиев. Никита Полянин был за звукорежиссерским пультом. До новых встреч в эфире. Хорошего всем дня. Берегите себя.